Письменные источники XV века показывают, что со времени распада Аварского царства Сарир, северные ее границы, уже в виде другого аварского государственного образования, в виде аварского нуциальства существенно не изменились. Согласно завещанию Андуника от 1485 года, северная граница аварского нуциальства проходила от горы Саламёр до Таргу. Судя по всему, в XIV-XV веках территория обществ Акуша-Дарго входили в аварское нуциальство. Говорится, что они смогли выйти из состава нуциальства лишь в конце XV века. До нас дошел замечательный памятник аварии, написанный по-арабски в 1485 году Али Мирзо из Аула Анди. Это завещание аварского нуцала Андуника, сына Ибрагима, наследнику престола, Булач-Нуцалу. Списки памятника были известны еще в XIX веке, но подлинник его был обнаружен только в 1941 году в Хунзахе. Согласно мнению известного востоковеда, завещание Андуник Нуцала получило весьма однозначную оценку. Это гимн силе аварского нуцала, призыв феодального правителя к своему наследнику усилить экспансию на все соседние общества, как это было при правлении нуцала в царство Сарир, если он желает обладать славой и мощью своих могучих предков. Составлено это завещание визирем Кади Али Мирза из Анди, во время собрания владетелей на Андийской горе в 1485 году. Завещание Андуника уникально еще и тем, что это единственный для своего времени программный документ такого рода и уровня в целом на Кавказе. Это говорит как об уровне политической культуры и государственного строительства в аварии в XV веке, так и о кругозоре нуцала Андуника и Кадия Али Мирзы Андийского, занимавшего фактически второй по значимости и влиянию политический пост в аварском государстве. Как видно из текста завещания Андуник Нуцала, этот правитель из Хунзааха и его Кади Али Мирзы из Анди были людьми политического мышления, равных которым в Дагестане не было вплоть до становления имамата в XIX веке. Дело в том, что ни у одного из многочисленных дагестанских светских и духовных князей не было программы действий на перспективу. Лишь Андуник, Нуцал и Кади Али Мирза, по-видимому, глубоко переживая за положение аварии в XV веке, когда она стала слабейшим из 4 государств Кавказа, разработали программу, сутью которой было воссоздание сарирской державы, и утвердили ее на собрании князей, ученых, мудрецов и остальных людей государства, которое было проведено на Андийском хребте, видимо вблизи пользующегося пиететом Андийского озера, где, как известно, и в последующее столетие организовывались важнейшие мероприятия. Дальновидная политика аварского нуцала Андуника I заметно прослеживается в его заключительных словах, обращенных к своему наследнику Булач-Нуцалу. Если ты думаешь быть амиром, подобным нашим храбрым предкам, то старайся переступить через существующие границы, а от своих земель не оставляй другому князю даже пяди. Надо сказать, что эту программу по мере сил, талантов и возможностей пытались шаг за шагом выполнять и следующие правители, сидевшие в Хунзахе. Такие, казалось бы, экспансивные настроения правителей аварского дома в столице Хунзах были не безосновательными, так как правители аварии лишь стремились вернуть в пределы законных границ аварии те земли, которые были у аварского царства Сарир с V по X век. А это земли от реки Йори до Каспийского моря, с одной стороны, и от Аланских ворот до Шамахи с другой стороны.